Здравствуйте! В эфире передача «Кинолетопись Якутии». Начался 2022 год, и вместе с ним начинается прием аудиовизуальных документов для участия в ежегодном республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии». В этом году конкурс будет проводиться уже 18-й раз. Участниками конкурса становятся все фильмы, телепередачи и сюжеты, поступающие на государственное хранение в Центр аудиовизуального наследия. Жюри конкурса на протяжении всего года будет отбирать работы, наиболее интересные и ценные для киноистории республики. Номинироваться могут как профессионалы, так и любители. Материалы принимаются на всех видах носителей и могут быть любого года производства. Конкурс документального кино проводится с 1999 года. Первым победителем стал ученый-тюрколог, доцент Якутского государственного университета Юрий Иванович Васильев, передавший на государственное хранение уникальные кинодокументы с живым изображением известных якутских общественных и политических деятелей, литераторов Исидора Барахова, анимпадиста Сафронова и Алексея Иванова-Кюнде. Основоположников и классиков якутской литературы анимпадист Иванович Сафронов-Алампа и выдающийся государственный и политический деятель Якутии, глава делегации Исидор Никифорович Барахов. Обладателями гран-при последующих конкурсов становились известные тележурналисты, кинорежиссеры и различные учреждения, а также организации и кинолюбители, которые сами создают видеофильмы. Один из них – кинорежиссер Вячеслав Семенов, лауреат различных российских кинофестивалей, и один из самых заметных его фильмов «Предсказание Чохоту». Семенову Вячеславу Николаевичу, ведущему специалисту пресс-службы города Сахи. Kehalkadago nanata jamuduk. Bayun bimi alago kiba soptep kil nar oro chalo kil tad колер накодила сари. В старину все имели такой болелак. Когда добывают зверя, то его мажут кровью из сердца добычи. Раньше все время так делали. Из шкуры убитого зверя шьют ему подобающую одежду. Как только сделают болелак, то со следующего дня удача начинает сопутствовать им. Зверь не убегает от охотника, а наоборот, сам прибегает к нему. Когда близко подбегает к нему, он его подстреливает. В этом его необходимость. Вячеслав Бочковский, оператор национальной вещательной компании «Саха», известен не только своими фильмами, но и тем, что сам он интересная личность. Потомок казачьего рода, увлеченный путешественник, неоднократный участник экспедиций по Северным морям. Тележурналист НВК «Саха», ведущий Иннокентий Слепцов, имя которого известно всей республике. Крупные спортивные мероприятия, интереснейшие репортажи по итогам поездок по всей республике и за ее пределы – все это теперь хранится в фондах Центра аудиовизуального наследия. Во Дворце Европы была организована выставка, в которой были выставлены экспонаты сокровищницы Республики Саха-Якутия. Также прошел концерт творческих групп и дегустация блюд якутской кухни. Выставку открыл председатель Конгресса местных региональных властей Европы господин Джованни Ди Стази. Во время церемонии президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штуров вручил ему дар Республики Совета Европы – гобелен из конского волоса с изображением мамонта. Много лет занимался киносъемками родного предприятия Института космофизических исследователей и аэрономии Якутского отделения инженер Владимир Сергеевич Мержевич. Вы знаете, сколько советских космонавтов побывало в Якутии? Историю их посещения института запечатлел как раз Владимир Сергеевич.
И обычно герои космоса не упускали возможности посетить наш институт как форпост космической науки в Сибири. В стенах института побывали и оставили запись памятной книги «Летчики-космонавты» Евгений Хрунов, Герман Титов, Павел Попович, Геннадий Стрекалов, Валентин Лебедев, Владимир Джанибеков, Василий Цыблиев, Владимир Ляхов, Василий Лазарев. Алла Кондратьева, Фенна Пластинина, Олег Желнин, Вадим Ганкевич, известные всей республике тележурналисты, люди, много лет создававшие аудиовизуальную историю Якутии. Природный газ стал служить людям на левобережье Лены. Реальные перспективы прихода газа в заречные улусы появились не так давно при обсуждении республиканских программ социально-экономического развития. И вот в марте 2003-го газовики приступили к работе. За короткое лето предстояло подготовить траншею от будущей газораспределительной станции в районе птицефабрики по горной и долинной местности до села Хатасы. Самое сложное – это пойменная часть Лены. Несмотря на то, что финансирование проекта предполагалось за счет выручки с Талаканского месторождения, республика нашла силы, взяла кредиты и сама приступила к осуществлению давней мечты. Выиграв тендер на строительство, генеральным подрядчиком стало предприятие «Саханефтегазстрой». За трехлетнюю историю их существования специалисты из республики уже имели опыт преодоления реки Вилюй. Для перехода через Лену необходима была большая подготовительная работа, просчет каждого этапа, ведь строители шли не только на мировой рекорд. До нас самая широкая была водная преграда в 1672 метра реки Хэйхэ в Китае. Здесь вот все, что сохранилось, еще есть, потом. Особое чувство, особого рода волнения переполняют сегодня угольщиков. От многочисленных круглых дат и юбилеев, которому, к счастью, полнится наша республика, эта дата выгодно отличается. Она как-то солиднее и весомее многих. Ровно 40 лет назад, 28 марта 1966 года, по результатам командировки специалистов из управления угольными шахтами Норильского горно-металлургического комбината Министерством угольной промышленности СССР был издан приказ о создании треста «Якут-Уголь». Сказать, да, особенность нашей работы – это ждать, иногда догонять, искать выгодные кадры, нужные кадры. Итак, количество принявших участие в рекорде. 16,620 people. 16 620 человек приняли участие в установлении рекорда. You are the new Guinness World Record holders for the largest gathering of people wearing traditional Yakut clothing. Вы являетесь обладателями нового рекорда Гиннесса. Самое большое количество людей традиционной национальной якутской одежды. Сама рекорд Олоктонда. Урой! 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 Yetmekte kaçmışça toğulaktandı dahan, iyilerden ılsıhan. Oğulağın kırmaktan bot, oğul kaybı dağınıyorsun. В 2005 году победителем конкурса стал иностранец, чешский кинорежиссер Мартин Рышавы, человек, искренне влюбленный в Якутию. Несколько лет подряд он прилетал из благополучной благоустроенной Праги на север в оленеводческое стадо с целью открыть для европейцев суровые реалии заполярной жизни.
здесь важенок. Тугуты все выпали, да? Да, конечно. Имя Николая Марковича Сантаева также вошло в кинолетопись Якутии. Один из самых маститых операторов, не расстававшийся с камерой с начала 60-х годов, с основания якутской телестудии и до 2021 года. Одна из легенд говорит, что Творец Вселенной, отправляясь по свету раздавать свои богатства, именно над Якутией обморозил руки и уронил мешок с сокровищами. Среди победителей конкурса «Кинолетопись Якутии» Якутский объединенный краеведческий музей имени Ярославского, Верхневилюйский музей истории и этнографии, известный эколог Иван Бурцев, телестудия «Чароид» Алекминского улуса. Такие разные люди, объединенные одним желанием – сохранить для будущего поколения аудиовизуальную историю о жизни народов республики. Внести свое имя в кинолетопись Якутии можете и вы, если передадите на постоянное хранение снятые вами события из жизни республики и ее людей. Определить их ценность вам помогут наши специалисты. С вами была кинолетопись Якутии. До новой встречи!